Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. День рождения Абхазской армии. Военнослужащие республики отметили 32 года со дня основания Абхазской армии. Культуры разные, а Родина одна. Фотовыставкой завершился проект фонда Саркя о представителях разных национальностей, проживающих в Абхазии. ГАЛ отмечает День города. 92 года со дня основания отпраздновали на ярмарке и футбольном поле. Сегодня исполнилось 32 года со дня основания Абхазской армии. 11 октября 1992 года председатель Президиума Верховного Совета Абхазии Владислав Арденбо подписал указ о создании Министерства обороны и Генерального штаба. Эта дата официально считается днем создания Вооруженных сил Абхазии, днем рождения Абхазской армии. Личный состав Министерства обороны во главе с министром возложили цветы в Парке Славы. Министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа в интервью нашей телекомпании напомнил историю создания абхазских вооруженных сил в сложное для страны время. Конечно, День вооруженных сил в непростое время для народа Абхазии была создана. Это не мирное время, а именно военное, в сложное время. Это, значит, август, сентябрь, октябрь, да, третий месяц войны. Было найдено силой духа, значит, у главы государства Владислава Григорьевича и его соратников, значит, создать вооруженные силы. Конечно, у нас есть, значит, День вооруженных сил, есть День армии, есть День победы. Чтобы других побед, значит, мы не искали бы, и чтобы нужда не заставила бы. Мирной жизни нашей Родины, всем здоровья и благополучия. Мемориальные плиты бойцам отряда Киарас и знаменитой абхазской сотни установили в селе Званрыбш. Средства для установки мемориальных плит 65 киаразовцам и 13 бойцам абхазской сотни были выделены из резервного фонда президента. Подробности смотрите в ближайших выпусках. Заседание Комитета органов внутренних дел приграничных регионов МВД Абхазии и России прошло в Карачаево-Черкесии, сообщает «Спутник Абхазии». Стороны обсудили вопросы обеспечения правопорядка на приграничных территориях, противодействия террористической и экстремистской деятельности, меры по противодействию незаконному обороту наркотиков. Начальник ГУ МВД России по Северокавказскому федеральному округу Сергей Бачурин отметил, что доверительный характер взаимоотношений между Россией и Абхазией проверен временем. В этом году исполняется 10 лет со дня подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом партнерстве. Глава МВД Абхазии выразил уверенность, что результатом встречи будут эффективные решения по всем направлениям сотрудничества. Спецназ ГСО победил в соревнованиях среди специальных подразделений силовых структур Абхазии, сообщает пресс-служба ГСО. Ежегодные соревнования, посвященные памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсисяна, погибшего при исполнении служебного долга в 2015 году, прошли 11 октября. В соревнованиях приняли участие специальные подразделения Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Государственной службы охраны, Государственного таможенного комитета МВД. По программе турнира участники выполнили упражнения по стрельбе из различных образцов штатного вооружения, сдали нормативы по связи, продемонстрировали навыки оказания доврачебной помощи. Также спецназ ГСО занял первое место в дуэли, проведенной по итогам общих соревнований между первыми 4 призовыми местами. Соревнования прошли на высоком уровне. Подготовка соревнований прошла тоже на высоком уровне. И в целом то, что команды участвуют со всех подразделений Республики Абхазия, это и опыт придает сотрудникам, и соревновательный какой-то интерес у них есть. Мы видим, и командиры видят, как работают на местах соревновательных процессах сами спецназовцы. Это объединяет, это улучшает уровень подготовки, улучшает уровень дисциплины.
И то, что делается постоянно, ежегодно на базе ЦСН данные соревнования, это очень хорошо, и надо это продвигать. И тут даже были задействованы команды, которые не имеют отношения к спецназу, тоже принимали участие. Главнокомандующий вооруженными силами постоянно ставит задачу перед специальными подразделениями о повышении уровня подготовки. Каждый год мы видим, что уровень подготовки намного выше. Мы видим ребят, которые подтягиваются в практической стрельбе, в физической подготовке и постоянно усовершенствуются. Это все приводит к тому, что государство больше внимания уделяет спецподразделениям, материально-техническому обеспечению. «Ласточка» готовится к регулярным рейсам из Сочи в Сухум. 10 октября электропоезд «Ласточка» успешно завершил серию тестовых рейсов в Сухум, знаменуя готовность к полноценному запуску маршрута. В апреле этого года, когда поезд впервые прибыл в столицу Абхазии для проверки железнодорожной инфраструктуры, был выявлен ряд недочетов, которые впоследствии были исправлены. Ожидается, что регулярные рейсы «Ласточки» начнутся уже в следующем году. Новый маршрут из Сочи в Сухум позволит сократить время в пути до 2 часов. Комфортабельный поезд сможет перевозить около 400 пассажиров за рейс. По плану электропоезд будет останавливаться на крупных станциях – Цандрыпш, Гагра, Гудаута, Афон и Сухум. «Ласточка» способна развивать скорость до 160 км в час благодаря 4 мощным электродвигателям в каждом головном вагоне. Приостановлен отпуск некоторых видов нефтепродуктов в сети АЗС «Азит» из-за отсутствия возможности приобретения топлива на территории Абхазии. На ряде автозаправочных станций «Азит» осуществляется отпуск бензина по картам юридическим лицам, фактически оплатившим определенные объемы нефтепродуктов в соответствии с ранее заключенными договорами. По словам генерального директора компании Адамыра Габуния, указанные ограничения будут действовать до решения проблемы с поставкой необходимого объема топлива. Как рассказывает Габуния, в начале октября у компании «Азит» появилась возможность заключить прямой контракт на поставку топлива из Российской Федерации. Это может решить ряд логистических вопросов и позволит компании более стабильно обеспечивать топливом потребителей. Ввиду отсутствия у нас на текущий момент возможности осуществить закупки необходимого объема топлива на территории Республики Абхазия, поскольку, как вы знаете, мы до недавнего времени не могли импортировать топлива из Российской Федерации. Соответственно, в связи с этим нам пришлось приостановить отпуск некоторых видов нефтепродуктов в сети наших АЗС. И по картам, исключительно по предоплаченным контрактам, в основном это юридические лица организации, да, соответственно, мы эти запасы оставили, вот мы осуществляем отпуск только по ним. До того момента, когда у нас будет достаточное количество топлива, возможность приобрести его, эти ограничения, к сожалению, будут действовать. Они не по нашей вине, и мы, естественно, приносим извинения всем нашим клиентам. Но, к сожалению, пока ситуация такая. Но есть и новость о том, что уже в начале месяца у нас появилась возможность заключения контракта с импортером уже напрямую из Российской Федерации осуществлять импорт, то есть контракт, появилась такая возможность. Здесь у нас будет больше возможностей в плане планирования поставок, объемов и так далее. То есть мы меньше будем зависеть от рынка внутри Абхазии, от поставщиков, которые ранее нам поставляли уже на территории Республики Абхазия. Поэтому думаем, что удастся избежать перебоев в будущем. Сейчас есть определенные формальности, и мы рассчитываем, что в ближайшее время отгрузка в наш адрес и в последующем, уже в следующие периоды времени будет осуществляться на регулярной основе. Добро пожаловать к столу. В 92-ю годовщину со дня основания города Гал прошла праздничная ярмарка. Подробности в репортаже наших коллег с Галмедиа. Сегодня, в 92-ю годовщину со дня основания города Гал, День города отмечается с особым размахом. Одно из мероприятий – праздничная ярмарка, где каждое село и школа района накрыли национальные столы с разными вкусностями и традиционными блюдами.
Этот день объединяет не только жителей нашего города, но и всех, кому дорог Гал, кто причастен к нему, кто своим трудом формирует успешное настоящее и будущее города. Конечно, в первую очередь это праздник горожан, людей, которые родились и выросли в Гале. Все посетители ярмарки могли угоститься и поднять тост за процветание города и страны. Каждый отдел администрации Галского района украсил свой стол разными кувшинами и национальными атрибутами. Отличился отдел ЦРБ. Каждая сладость здесь была изготовлена в форме пробирок. Даже в капельницах вместо физраствора было вино. Украшением стал также макет скелета. Для маленьких гостей приятным развлечением стала игра аниматоров, которые были одеты в костюмы героев известных сказок и фильмов. Дети могли танцевать, отгадывать загадки и участвовать в разных играх. Погода прекрасна, все вокруг в ярких цветах осени. Гости делятся эмоциями, и каждый радуется сегодняшнему дню. В продолжении мероприятия пройдет праздничный концерт и церемония награждения лучших работников района, а завершится День города Гал большим салютом, который, несомненно, порадует и взрослых, и детей. Тея Басария, Михаил Гергидава, Гал Медиа. 33 учителя биологии и химии общеобразовательных школ республики получили свидетельство об окончании курсов повышения квалификации, сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. Церемония вручения прошла сегодня в Абхазском государственном университете. В мероприятии принял участие первый проректор АГУ Роман Дебар. Курсы были организованы Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском госуниверситете. Сегодня 33 учителя получают свидетельство о том, что закончили курсы повышения квалификации. Это вторая группа биологов и химиков. В марте месяце получили сертификаты по биологии и химии учителя города Сухум, Гудаутского, Гагарского районов, школы, лицей, интернатов. 71 учитель всего получают сертификат, свидетельство об окончании курсов повышения квалификации. В каком режиме мы работали весь этот период? Это была установочная сессия, это были лекции, тренинги, беседы, практические и лабораторные работы, уроки, мастер-классы. Вот в таком режиме прошла установочная сессия.
Далее, это вы работали в заочном формате. Каждый из вас написал письменную квалификационную работу, реферат, и все, которые получили зачеты, уже вы сегодня получаете сертификат об окончании курсов повышения квалификации. С чем мы вас и поздравляем. Наши лучшие педагоги работали с вами, и я надеюсь на то, что вы в течение этого периода все же какие-то интересные вещи почерпнули. Получили ответы на какие-то вопросы, увидели новые методики. Я сейчас хотел бы к вам обратиться с такой просьбой. Для нас вы, во-первых, в большей части выпускники нашего университета, поэтому так или иначе поддерживаете связи, контакт с нашим, с родным университетом. Но при этом мы с каждым годом все больше и больше ощущаем такую проблему, как проблема контингента. Ну, с одной стороны, количество выпускников школ сокращается. С другой стороны, происходит такой процесс, как отток, пожалуй, наиболее мотивированной, подготовленной части наших абитуриентов за пределы Абхазии. Это вообще, в принципе, неплохо, получить образование за пределами страны, если, конечно же, они возвращаются потом обратно. Но, к сожалению, практика показывает нам, что это очень небольшой процент тех, кто возвращается снова в республику. А дефицит кадров, и педагогических в первую очередь, он крайне выражен. В этом году были совершенно беспрецедентные обращения к нашему ректору, директоров школ, для того, чтобы мы даже предоставили возможность студентам старших курсов заниматься педагогической деятельностью. Это, конечно, удручающая картина. Но это проблема, а проблемы принято решать, а не жаловаться. Поэтому такая просьба. У вас охват большой. То есть вы практически, естественно, представляете в данном случае большую часть школ восточной части Абхазии. Потом у нас будут учителя математики, математики и физики. То есть каждый раз, когда мы сталкиваемся имеем такую возможность общения с нашими коллегами, школьными преподавателями, мы обращаемся к ним с просьбой выявлять наиболее мотивированных, наиболее стремящихся освоить то или иное направление подготовки. В данном случае это биология и химия. Ориентировать их на наш университет. Работа была интересна нам, и я думаю, что вам это была обратная связь. И определенные хорошие результаты, я думаю, что в совместной работе достигнуты, которые будут использоваться на уроках. Вот. Ваши выпускники придут к нам, и у нас будет такой цикл взаимосвязи. Преподаватели, учителя и ученики, которые станут нашими студентами. Вот. Пожелаю успешной работы, и чтобы от работы вы получали удовольствие. Мы вас ждем. Студенты кафедры истории и теории международных отношений исторического факультета АГУ проходят практику в Стамбульском университете Медиинет. Руководители практики, заведующая кафедры, кандидат исторических наук Эсма Гургули и доцент кафедры, кандидат исторических наук Саида Возба. Посещение лекций в одном из ведущих университетов Турции предоставляет студентам АГУ уникальную возможность познакомиться с современными теориями, практикой международных отношений, системой образования Турецкой Республики и получить ценный опыт в данной сфере. Студенты АГУ представили презентацию об истории и культуре Абхазии. В рамках практики также запланирована встреча с абхазской диаспорой в Стамбуле и полномочным представителем Республики Абхазия в Турции Ибрагимом Авицба. Выставка фотографий по мотивам мультикультурного проекта благотворительного фонда «Асаркия. Культурное многообразие. Потенциал для развития» открылась на площадке ГУМа.
Фонд отобрал 25 героев статей и видеосюжетов, хотя за более чем 2 года проекта «Асарке» рассказал несколько сотен историй о тех, кто сегодня вносит важный вклад в развитие абхазского общества. Подробности в репортаже Марианы Котовой. За 2,5 года проект благотворительного фонда «Асарке. Культурное многообразие. Потенциал для развития» охватил около сотни героев. Интервью, статьи и видеорепортажи о самых разных представителях национальных общин Абхазии делали журналисты проекта. По словам его автора Розиты Герман, проект призван показать, как разнообразна жизнь в нашей республике и какие талантливые люди каждый день делают самую разную, важную и интересную работу. Многое, что мы делаем в рамках своей работы, оно связано с этим поддержкой нашего культурного потенциала нашей страны. Потому что именно в людях, которые с таким энтузиазмом заняты своим любимым делом, которые, пусть это дело не очень грандиозное, вот у нас есть прекрасный молочник, но он настолько хорошо делает, и этот труд настолько важен сегодня для тех, кто живет рядом с ним, кому он приходит, что это тоже очень важный вклад в то, чтобы наше общество жило в гармонии и чтобы все находилось на своих местах. Одной из героинь проекта стала Наталья Каюн, пожалуй, одна из самых ярких представителей русской общины в Абхазии. По ее словам, проект важен как для самих героев, так и для аудитории. Я достаточно, мне кажется, что скромный человек, но когда я пришла и когда увидела свою фотографию, да еще и с комментариями, то, честно говоря, это было немножечко, я постеснялась, но в то же самое время это было очень приятно. Это было очень приятно. И действительно хочется кому-то что-то рассказать то, чего ты достиг. Мы, конечно, должны популяризировать вот это культурное многообразие, которым отличалась всегда и отличается наша республика. Мы ее любим, и мы хотим, чтобы она развивалась, и наша молодежь училась на нашем опыте. Кроме того, статьи и репортажи, созданные в рамках проекта фонда «Асарке», это позитивный контент, которого часто не хватает в современной журналистике. Это действительно очень важно в наше сложное время. И когда мы видим, что человек действительно помогает развиваться, все мы любим это слово «развитие» и «созидание», и когда мы демонстрируем это на конкретных примерах, мне кажется, тем самым мы вносим сами очень позитивный вклад в то, чтобы общество шло дальше вперед. Проект «Культурное многообразие. Потенциал для развития» продолжается. Это значит, что Асарке продолжит рассказывать о ярких представителях национальных общин Абхазии, показывая многообразие возможностей и опыта. Мариана Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ. Анонс предстоящих эфиров. 12 октября в вечернем эфире смотрите 5-й сюжет из серии «Культурное многообразие. Потенциал для развития», подготовленный Розитой Герман в рамках проекта фонда «Асарке». Героиня сюжета – преподаватель сольфеджио Галина Велиева. По субботам в эфире телеканала выходят сюжеты, подготовленные в рамках этого проекта. Всего фондом представлено 12 сюжетов. Доминик, я здесь. Тимур, я здесь. Все здесь? Галина Сергеевна, я здесь. Все здесь? Если группа собралась, то работа. Вот пока сама не увидела, не верила, что урок сольфеджио может быть таким увлекательным. Из этого уютного кабинета не хочется уходить. Здесь согревается душа. Хотя в осенний дождливый день в новом районе Сухума, кажется, ничего не предвещает такой теплой встречи. Серые многоэтажки, опустевший сквер, люди не задерживаются на улице и спешат по домам, у обочины дороги лужи. К желтому зданию музыкальной школы номер 4 подтягиваются школьники. Заходишь и понимаешь, что попала в торжество уюта. Здесь тепло, светло и звучит музыка. Преподаватель сольфеджио Галина Велиева ждет учеников. Я появилась здесь в 1994 году, а они, все мои коллеги старшие, я, кстати, эту школу уже и заканчивала. Да, я выпускница, второй поток, вот второй выпуск – это я, одна из выпускниц. Вот. И она была в ужасном состоянии, все было разбито, инструмент, единственный рояль был полностью уничтожен.
Вот, но сила духа, сила воли, желание работать их сподвигло на то, что они своими силами, а потом уже и я в 1994 году подключилась, буквально своими руками восстановили ее. Светский журналист, автор YouTube-канала Fame Time TV, наша соотечественница Лаура Джугели выпустила большое интервью с артистом, солистом группы «Непара» Александром Шоуа. Почти трехчасовой выпуск снят в Абхазии, в том числе в родовом доме в Учимчире, в музыкальной школе, куда певец ходил ребенком, и в музыкальной студии, где он работает, когда бывает в Абхазии. Здравствуй, просто как дела? В каждом пятом доме лежала пластинка «Непары». Мне не нужно говорить, что я солист группы «Непара». Молодец. И сегодня для меня очень особенный выпуск, потому что мы прилетели ко мне на родину, в Абхазию. Они знакомы давно, но только не суждено быть им вместе. У вас был роман с Викой? Да, это было в самом начале. Каждый второй спрашивал меня, не жена ли она моя, а каждый первый хотел спросить, просто стеснялся. Ты такой немного сноб в музыке. А я знаю, что ты не очень признаешь современных исполнителей. А их нету, потому что певца решает репертуар. Где-то играют. Вот эта песня играет 22 года. И будет еще лет 20 играть. Милая, озера глаз, небесно-синий. На этом мы можем закончить наше интервью. Полный выпуск интервью Александра Шоуа Лауре Джугели смотрите в вечернем эфире 13 октября. Проект Colors of Nation отметит свое десятилетие модным показом и благотворительным аукционом. Вещи, представленные в коллекции, результат совместного экопроекта Colors of Nation и Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В рамках данного проекта в 2021 году был объявлен сбор старых джинсовых вещей, которые впоследствии разделили между абхазскими дизайнерами и предложили им дать этим вещам новую жизнь. Джинсовые вещи с подиума можно будет приобрести на благотворительном аукционе. Все вырученные от продажи средства передадут в фонд Ашана. Показ пройдет 15 октября в ЖК «Акватория» в Сухуми. Новости спорта. Чемпионат России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б» проходит в Гудауте с 10 по 13 октября. Абаза ТВ выступает информационным партнером турнира. Осуществляет прямую трансляцию матчей совместно с абхазской компанией «Медиа 3 Продакшн». В чемпионате принимают участие команды из Грозного, Майкопа, Сухума и Воронежа. 12 октября в субботу в 16:00 «Динамо» МГТУ из Майкопа сыграет с «Кристалл Черкизово» из Воронежа, а в 18:00 Грозный встретится с Апсны. 13 октября в воскресенье в 9:00 «Кристалл Черкизово» сыграет с Грозным, а в 11:00 Апсны встретится с «Динамо» МГТУ. Завершился теннисный турнир памяти заслуженного тренера Абхазии Рубена Делиняна, сообщает Апсны пресс. Среди девочек 8 лет и младше первое место заняла Адель Пабба-Сухум. Среди мальчиков первым стал Владимир Бения из Сухума. Среди девочек 13 лет и младше первое место заняла Мелания Гумба-Пицунда. Среди мальчиков этой группы лидерство у Сабри Нанба Сухум. Среди взрослых победительницей стала Лолита Хмаил, мужчин Григорий Табарян. Все победители-призеры были награждены денежными призами от армянской общины Республики Абхазия. В завершении выпуска прогноз погоды. В выходные 12 и 13 октября в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу без осадков. В воскресенье с полудня дождь разной интенсивности, гроза. Температура воздуха ночью 17, днем плюс 26. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных.